Вечерний эфир ТНВ продолжают новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. -1. Не будет ни митингов, ни людей в очередях. Можете целый день стоять. Чего ждать клиентам Татагропромбанка, расскажет Елена Веселова. Долгострои готовы к открытию. Золотая середина, в котором корпус 5 будет сдан вот-вот. Сколько дольщиков Свея и Фона в этом году зажгут свет в своих квартирах, знает Альбина Минибаева. Вместо мусорки окно. Видимо, проще выкинуть с окон, нежели дойти до контейнерной площадки. Кто создал под окнами дома на Авангардной огромную свалку, узнавал Рамиль Шайдулин. Жить или не жить? Им погиб птенец, практически не обсохнут даже. Грозит ли орлану белохвосту вымирание в Татарстане? В сюжете Сергея Хайдарова. Ушел в минус и в результате приостановил деятельность. Центробанк сегодня отозвал лицензию у Татагропромбанка. Как сообщает регулятор, решение принято в связи с полной утратой банком капитала. Сейчас в банке назначена временная администрация. Министр экономики уже заявил, что комиссия по поддержке вкладчиков ТФБ поможет и клиентам Татагропромбанка. Тему продолжит Елена Веселова. Двери банка в Казанском отделении на Амирхана закрыты. Здесь объявление, где черным по белому. У Татагропромбанка отозвана лицензия, но в офисе пока работают сотрудники. У тебя банк работает, нет? ТНВ. Нет, не работает. Головной, пожалуйста, на Зинину все комментарии. Головной офис тоже закрыт. С прессой здесь не общаются ни представители банка, ни клиенты. Но все же пару фраз без камеры один из вкладчиков обронил. Не будет ни митингов, ни людей в очередях. Можете целый день стоять. В официальном письме Центробанка говорится, лицензия отозвана в связи с полной утратой капитала. Банк не исполнил федеральные законы и неоднократно нарушал ряд статей. В связи с чем сегодня здесь назначена временная администрация. Тем временем эксперты говорят, этот случай звенья одной цепи. Да, это было предсказуемо. Об этом говорили сразу после того, как была отозвана лицензия у Татфондбанка, Интехбанка, Тимирбанка и так далее, Анкорбанка. Все деньги, которые вложил Татагропромбанк в эти банки, пропали, по сути. Вот она дыра и образовалась. До 11 апреля определяют банки-агенты. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 числа, сообщает агентство по страхованию вкладов. Ситуация под контролем, заверила сегодня зампред Центробанка Ольга Полякова. Банк России осуществляет непрерывный мониторинг ситуации в банковском секторе Республики Татарстан и считает ее контролируемой. По словам Поляковой, вклады населения в Татагропромбанке полностью покрыты ответственностью агентства по страхованию, а обязательства по счетам юрлиц практически отсутствуют. Елена Веселова, Аделя Коломеец, Марсель Аскаров, ТНВ, Казань. И сегодня стало известно, что первый клиент ТФБ «Финанс» получил уже выплату от агентства по страхованию вкладов. По решению суда клиентка была включена в реестр вкладчиков Татфондбанка. Напомним, 15 марта Вахитовский районный суд Казани удовлетворил требования прокурора в отношении двух клиентов ТФБ «Финанс». Нижнекамцам дышать станет легче. На Нижнекамск-нефтехимии после реконструкции сегодня открыли первую очередь биологических очистных сооружений. Предприятие планирует наращивать объемы производства, поэтому вопрос экологичности останется приоритетным. Что еще будет в приоритете в юбилейный для Нижнекамск-нефтехима год, далее в материале. Узлу механической очистки третью жизнь. И все для того, чтобы нижнекамцам дышалось легче. Объекту 60 лет. В последний раз его ремонтировали 35 лет назад. Сейчас на модернизацию направили порядка 660 миллионов рублей. Для того, чтобы не загрязнять атмосферу, все-таки установили у нас газоочистные установки. Новые возможности президент оценивает лично. Уже очень значимый для города объект. Ведь порядка 80% поступающих сюда стоков промышленные. Нужно обеспечить максимальную экологичность. Проект он давно обсуждался, и на самом деле мы год экологии общественных пространств начинаем вот с такого положительного примера. Мы находимся здесь нет никаких запахов, значит окружающая среда, вот жители города, населенных пунктов уже не будут высказывать какие-то претензии в связи с тем, что есть какие-то
запахи. Ну и, конечно же, выбросы, которых мы своими глазами не видим, здесь на порядок лучше, чем есть сегодняшние нормативы. Теперь на объекте готовятся к реализации второй очереди. Обновят узел механической очистки химических стоков. В следующем году планируют приступить к строительству нового коллектора для промышленных отходов. Экологичность будет повышаться параллельно росту производства. В прошлом году он составил 2%, отметили на собрании акционеров. Особые успехи в производстве каучука. 90% сегодня идет на экспорт. Нарастить объемы производства до 1 миллиона тонн в год предприятие планирует к 2020-му. По линейному полиэтилену импорт сократили на 20%. 2016 для Нижнекамскнефтехима президент называет годом подъема. В 2017 году мы ожидаем выручку до уровня 157 миллиардов. Запланировали рост товарной продукции на 2%. В планах расширить ассортимент и запустить новое производство на основе окиси этилена. Реконструкция будет продолжена. На этапе реализации амбициозный проект «Этилен-600». Это практически такое же количество продукции и производных, которые мы производим сегодня. Это очень большой проект. Здесь группа компании «Таиф». Я считаю, что мы такие проекты еще вот за один раз, первый раз делаем, но уверен, что профессиональный состав, специалисты Нижнекамскнефтехима способны. Не менее масштабная жилищная программа группы компаний «Таиф». Почти 500 семей отметили в прошлом году новоселье. Активно поддержали и город в подготовке к юбилею. А в сентябре Нижнекамскнефтехим празднует 50-летие. Подарком для горожан станут проекты по благоустройству. Сегодня же на годовом собрании акционеров переизбрали совет директоров. Председателем остался Владимир Бусыгин. Лейсан Сабирова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ Нижнекамск. Дольщики увидят свет в своих квартирах. Некоторые проблемные дома компании «Свеифон» будут сданы в этом году. Сейчас в Татарстане 19 проблемных объектов и больше 5000 дольщиков, которые устали ждать свои квартиры. 500 из них решат свои проблемы буквально на днях. Объект на Адаратского уже готовится встретить своих жильцов. Альбина Минибаева знает, кому ждать ключей. Это один из проблемных домов застройщика «Свей», и в ближайшее время он войдет в категорию бывших. Рабочие сейчас наводят последние штрихи, чтобы уже в скором времени сдать объект. Вместо тяжелой строительной техники рабочие с лопатами и метелками. Дом на Адаратского на финишной прямой. Конкретных сроков сдачи пока не называют, но 124 владельца квартир уже скоро смогут заехать. Вроде как бы на выходе, насколько я слышал. Пока не в курсе. День-два неизвестно? Не в курсе я. 18-этажная высотка была достроена за счет реализации активов компании «Свей». Сейчас у застройщика показаний 6 домов на разной стадии строительства. Гендиректор арестован, но это не значит, что ситуация неконтролируемая. Поэтапно, пообъектно, вот 800 примерно квартир – это ориентир наш. Неисполненные обязательства и по высотке на Мирхана. Санацией объектом занимается Тимирбанк. По оценке депутата он достроен на 80%. Есть оптимистичный прогноз, дом будет сдан в этом году. Но для того, чтобы ситуацию с обманутыми дольщиками держать под контролем, нужно внести поправки в федеральный закон. Строка в федеральном бюджете. Необходима, может быть, даже федеральная целевая программа в рамках решения по вопросам, по всем объектам. Потому что фактически сейчас это полномочия спущено на региональный уровень. Но надо понимать, что Республика Татарстан к созданию проблем вот на этих объектах отношения имеют опосредованно. С облегчением могут выдохнуть и часть дольщиков жилого комплекса МЧС. Во втором квартале этого года сдадут дом по улице Губкина. Более 500 квартир. Это 10% от общего числа дольщиков. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И как сегодня сообщили в татарстанском МВД, руководство компании «ФОН» уличили в выводе активов, в том числе сформированных за счет средств дольщиков. Следствие установило, что порядка 120 квартир в строящихся домах были отчуждены в зачет материалов, которые так и не дошли до стройки. Напомним, уголовное дело о мошенничестве расследуется с ноября 2015 года, а 29 марта был арестован гендиректор компании Анатолий Левада. И сегодня дольщики «ФОНа» записали видеообращение к президенту Рустаму Минниханову. 240 семей комплекса «Старицынский бугор» собрались на улице Фучика, чтобы еще раз обратить внимание на пустые обещания, которыми их кормит городская власть.
Уважаемый Рустам Нургалиевич, от лица обманутых дольщиков дома по Фучика, Царицкинский бугор, вновь обращаемся к вам с просьбой о незамедлительном вмешательстве в оказании содействия в защите наших прав. Наш дом начали строить в 2009 году. Согласно договора долевого участия, заключенным в соответствии с 214 федеральным законом, дом должен был быть сдан в марте 2014 года. Мы будем нести ответственность вот там, где есть механизм защиты, страховая ответственность, регистрация прав в регистрационной палате. Вот эти договора, они защищены законом федеральным. Однако объект до сих пор не достроен, а строительные работы не ведутся уже более 3 лет. 4-й год нас кормят пустыми обещаниями, но тем не менее на стройке все по-прежнему стоит без движения. Сколько можно ждать? Уже сколько лет ждем. Дети спят на полу. В двухкомнатной квартире живем 6-7 человек. Вместо конкретных решений по выходу из сложившейся ситуации мы получаем лишь формальные ответы и отписки и рекомендации по консервированию объекта высокой готовности. После совещания, которое состоялось 21 января этого 2017 года, с вашим участием и участием представителей обманутых дольщиков, на котором мэр города Ильсур Раисович Мешин сообщил, что в ближайшее время продолжатся строительно-монтажные работы на доме по улице Фучика. И у людей появилась надежда, что наш дом наконец-то достроят. На этой неделе проведены организационные совещания по объектам на Фучика, Царицкий бугор и домам ЖК «Молодежный». Планируем, что на следующей неделе по дому на Фучика и дому «Молодежный» будут начаты строительно-монтажные работы. Но, к великому сожалению, до настоящего времени так ничего и не изменилось. В чем же тогда заключается помощь органов власти в решении проблем обманутых дольщиков? Глобальные дорожные работы начались на трассе на Боровое-Матюшино. Здесь появится новая развязка. Дорожное полотно протянется до пересечения трассы и железнодорожных путей, ведущих в аэропорт. Застройщик, компания Suvar Development, отмечает, что все будет сделано в установленные сроки. С ходом работы ознакомилась Альбина Салгараева. Строители уже здесь, и техника тоже. Работы предстоят глобальные. Развязка протяженностью 5 километров избавит автомобилистов от пробок. Она пригодится и дачникам, поток которых увеличится с открытием сезона. Предполагается, что ежедневно развязкой будут пользоваться до 30 тысяч человек. Одна петля будет с той стороны железной дороги, которая будет давать возможность свободно подъезжать к одному из наших комплексов Южный парк. И вторая петля будет с этой стороны дороги, которая даст возможность свободного заезда на микрорайон «Времена года» и на микрорайон «Станция спортивная». Мое личное мнение, что строительство и развязки на этом направлении – это вообще такое событие, наверное, нестандартное для Казани. То есть мы одни из немногих, можно сказать, первые, которые начинаем развивать направление на Боровое-Матюшино. После завершения строительства жители новых комплексов получат удобные заезды. Сейчас в районе трассы Казань-Боровое-Матюшино компания Suvar Development возводит 3 жилых комплекса. На всех объектах активно идут работы. Сейчас вы можете наблюдать активное строительство домов в данном жилом комплексе. На заднем фоне вы видите уже заселенные дома, ну и, соответственно, строительство новых домов. Сейчас уже построено и сдано в эксплуатацию 7 домов. Еще 2 дома находятся в высокой степени строительства. Всего же на территории жилого комплекса будет порядка 15 домов. Что же касается дорожной развязки, ее строительство должно быть завершено в конце года. Альбина Салгараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 68 лет на 4 получили участники казанской ячейки Хизбут Тахрир Аль-Ислами, запрещенной в России. Приговор озвучили в Приволжском военном суде. Основанием послужили материалы оперативно-розыскных мероприятий и результаты следствия. Их предоставило Управление ФСБ по Татарстану. Подсудимых признали виновными в организации деятельности террористической организации и финансировании терроризма. По версии следствия, на протяжении нескольких лет осужденные вербовали мусульман в мечетях Казани. Во время обыска в их квартирах изъяли религиозную литературу экстремистского характера, документы, запрещенную символику и видеоматериалы. Четверть века с ЧОП. Сегодня в Казани отметили 25-летие частной детективной и охранной деятельности в России. За это время в стране появилось более 23 тысяч охранных предприятий, в том числе 600 в Татарстане. Сейчас ЧОПы не только стоят на страже частных интересов, но и помогают обеспечивать правопорядок в общественных местах. Как подсчитали, ежегодно частные охранники страны задерживают несколько сотен тысяч правонарушителей.
Это новости Татарстана и далее в выпуске. 7 бед, президентский ответ. Посмотрим, как они будут работать. Никаких вопросов. Где появятся онлайн-кассы и откуда исчезнут перекупщики, узнал Дмитрий Аренин. Жить или не жить? Погиб в птенец, практически не обсохнул даже. Грозит ли орлану белохвосту вымирание в Татарстане в сюжете Сергея Хайдарова? Онлайн-кассы не должны стать для бизнеса точкой невозврата. Об этом сегодня заявили на заседании Совета по предпринимательству при президенте Татарстана. Обсудили самые острые вопросы. Удалось ли вместе с Рустамом Миннихановым в этих мозговых штурмах поставить победную точку, узнал Дмитрий Аренин. Сейчас кассовые аппараты просто пробивают чеки. А с июля этого года должны будут тут же отправлять с помощью интернета информацию о покупке в налоговую службу. Это признано взять под контроль легализацию денег от торговли и отследить цены на социально значимые продукты. Вот только в этих благих намерениях есть одно «но». Владельцы торговых точек в сельской местности говорят, что их бизнес не подтянет переход на такую онлайн-кассовую технику. Минимум мы лишим себя дохода на 2 месяца. Это минимум, восполняя затраты на покупку этого оборудования. Помимо этого, они потянут за собой дополнительные расходы в виде установки интернета. С такой тревогой бизнесмены обратились на Совете по предпринимательству к Рустаму Минниханову. Выход из ситуации видится в том, что в населенных пунктах, где живут меньше 1000 человек, торговые точки продолжили работать без онлайн-касс. Давайте так, договоримся, что вот на 3 года мы 1000 человек берем, через 3 года мы проанализируем, значит, скорее всего, потом мы оставим 500. Сельские жители и так, как бы, по обеспечению торговым обслуживанием находятся в неравных условиях. Еще одна тема из области торговли и деревни – сельхозярмарки. Фермеры жалуются, что их порой притесняют перекупщики с товаром сомнительного качества. Президент поручил ярмарки от перекупщиков оградить и даже несколько площадок передать в управление самим фермерам. Ну давайте, Эльсур Раевич, попробуем. Дадим 2 площадки, посмотрим, как они будут работать. Никаких вопросов. Итак, разбор проблем сегодня прошел по 7 вопросам. Так решено, что процедуру перепланировки нежилых помещений нужно прописать более четко. Но главное, чтобы эти работы не вредили зданиям. Выход на эту площадку, он в первую очередь зависит от самих бизнесменов. Насколько они готовы пройти этот непростой путь поиска сложных решений вместе с органами власти. Также президент Татарстана сегодня поручил создать рейтинг муниципалитетов, который даст ответ, где какая бизнес-среда и где есть препоны к предпринимательству. Дмитрий Аренин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Новое окно в Европу прямо из Татарстана. Между Казанью и Ригой с 27 апреля появится прямой авиарейс. Самолеты будут летать дважды в неделю. Цена билета начинается от 100 евро. Прямой рейс открывает новые возможности взаимного туризма между Татарстаном и Латвией. А полеты в Ригу будут дорогой из Казани еще по 23 европейским направлениям. На дворе трава, и она отходами полна. В республике идет 5-й день санитарно-экологического двухмесячника. И уже выявлено больше 30 свалок. Одну из них экологи обнаружили прямо под окнами общежития по улице Авангардная. И, как подозревают, горы мусора выросли здесь силами самих жителей. Так ли это, выяснял Рамиль Шайдулин. лет. 30 лет уже эти свалки? Конечно! Дворник Халиль Зарипов плохо помнит, когда под окнами не было свалки. В доме они и все знают, и только увеличивают. В ход идут бутылки, пакеты, окурки. Все, что проходит через оконные проемы, улетает за 2 метра от дома. Только сверху. Только сверху. То есть это 100% жильцы общежития? Да. Прямо из общежития здесь выкидывают не только мусор, но даже мебель. И это только часть беды. Пока все ждут, что прилетят скворцы, здесь в это и не верят. На деревьях просто не хватит места. Вместо кормушек гроздья отходов. Деревьям на Авангардной нашли свое применение. Ветки, чтобы мусор вешать, а стволы, чтобы было к чему прислонить. Зато контейнеры во дворе только для красоты. Их 3, и все пусты. В принципе, этот мусор образовался благодаря жителям этого общежития. Видимо, проще выкинуть с окон, нежели дойти до контейнерной площадки. Экологи полагают, так через окна мусора накидали меньше, чем за год. Причем сорили не у себя, говорят уже в управляющей компании. Овраг – земля муниципалитета. Свалку готовы устранить совместно с ними. Мы свои силы приложим, да, как только позволит, скажем так, погода и грунт, там еще сыро,
когда как можно будет туда подобраться, мы эту работу выполним. Работы планируют завершить до конца мая. В противном случае виновные понесут наказание, штрафы организациям от 100 тысяч рублей и выше. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Спасибо, что живой. Орланы и белохвосты поменяли свой статус в Красной книге Татарстана. Из вымирающих они переместились в категорию «восстановленный вид». Еще в 50-х годах в Татарстане их насчитывалось всего несколько пар. Сейчас их уже 120. О том, что спасло редких птиц от вымирания, узнал Сергей Хайдаров. При продолжении рода орланов-белохвостов плохая погода не останавливает. Яйца эти птицы начинают высиживать еще в феврале. Несмотря на 30-градусный мороз, выжить удается не всем птенцам. Погода была плохая, погода, видите, какая сейчас? Эти кадры сняли сами сотрудники Волжско-Камского заповедника. Камера установлена прямо над гнездом орлана-белохвоста. Еще 3 камеры-ловушки отслеживают жизнь и перемещение птиц и животных круглосуточно. За последние 50 лет популяция орланов в Татарстане заметно увеличилась. Этому способствует не только работа заповедников, но и лояльность людей. Каждую зиму все больше птиц остаются зимовать у нас. Промысловые рыбаки иногда, значит, оставляют им рыбу. Они, значит, сами за рыбаками летят. Рыбаки, когда возвращаются с промысла, значит, им оставляют, так сказать, рыбешку. Питаются орланы и белохвосты не только рыбой. Раз за разом эти птицы напоминают о своей хищной натуре. Приносят в гнездо зайцев, уток и даже детенышей лис. Гнездо они могут не менять несколько лет подряд. Как правило, орланы вьют свои гнезда на высоте от 18 до 40 метров. Они выбирают деревья, которые находятся недалеко от источников воды. Также для птиц очень важно, чтобы они могли свободно подлететь к дереву, ведь размах их крыльев достигает 2,5 метров. Это самка орлана белохвоста. Из-за холодов выжить удалось лишь 2 птенцам. Именно камера над гнездом позволяет увидеть жизнь птиц изнутри. Сколько рыбы приносят туда, сколько времени кормят птенцов, сколько сидят на гнездах, как птенцы себя ведут. Сегодня в Волжско-Камском заповеднике обитают 14 пар орланов-белохвостов. С каждым годом их популяция растет, и теперь, по мнению орнитологов, они вне зоны риска. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Пьяный водитель такси устроил аварию на проспекте Победы в Казани. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До свидания. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре Марка. Звоните 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. С 5 по 9 апреля Всероссийская ярмарка в Казани. Павильон УТАТ нефтяреный. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Вы бы видели, сколько бабуля вкусного из пятерочки привезла? Вы бы видели, сколько там еще осталось? Ого! Рис Мистраль в ассортименте 500 граммов по 49 рублей. Пятерочка выручает!
Ни үшін алмақ алырға ойладығыз? Әлік күршіні кіналайдым. Менім артроз, әйрімнің белі ауырта. Шуңа көре үзбізге алмақ алырға болдық. Апрельде алмақ 01 Ривьера, Казанской аптеки, хам 36,6 дырахонелерінде қолай бәйеден. Қол астында алмақ болғанда ауырту қорқыныш түгел. Ваши клиенты до вас не могут дозвониться. Не справляетесь с большим потоком звонков? Как результат, теряете клиентов. Услуга «Горячая линия» от контакт-центра «Цифровые технологии» для вас. Обслуживание ваших клиентов 24 часа группой профессиональных операторов. Мы сэкономим ваше время и деньги. Гранитный памятник с оформлением за 8900. Данила Мастер. 202 38 32. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Финал 4 становится ближе. Казанский «Зенит» дома принимал Белогорье. Эль-классика российского волейбола завершилась победой команды Владимира Лекна. Противостояние опыта и лидеров мирового спорта всегда вызывает интерес со стороны болельщиков. Первые две партии дались хозяевам подозрительно легко. То ли соперники еще не отошли от недавнего поражения в Белгороде, то ли казанские болельщики гнали своих кумиров вперед, неизвестно. Но 2-0 не тот счет, с которым согласились бы гости. После уверенных двух партий казанцы начали ошибаться. Даже лидеры в некоторых очевидных моментах сдавали позиции. Это, безусловно, сказалось на результате. Белогорье берет третий сет. В начале четвертой партии казанцы умудрились пропустить 4 безответных мяча, но вовремя смогли собраться и довести дело до победы. Ответный матч пройдет 13 апреля в Белгороде, и в нем «Зенит» устроит даже поражение со счетом 2-3. Но команда едет только побеждать. Последние месяцы у нас первое состояние критическое, скажем, настоящего волейбола. Я сказал после второй партии, что эту команду ни 2-0, ни публика, ни слава «Зенита». Там ничего не новое, там играют. Так оно и получилось. Даже не те перемены, которые произошли. Это просто игра в пол-листа. Я сделаю выводы от этого. Или он не будет так больше играть. Сегодня футболисты казанского «Рубина» провели открытую тренировку. Уже завтра команда сразится за выход в финал Кубка России. Игра против «Урала» пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. Перед этой игрой Максим Канунников является единственной потерей из-за травмы. Остальные игроки в строю. Повреждение форвард получил в расположении сборной России. Матч обслужит бригада арбитров во главе с 38-летним Алексеем Яськовым из Москвы. Во втором полуфинале сразятся «Локомотив» и «Уфа». Напомним, что победитель трофея получает возможность выхода в Еврокубки. Поэтому у «Рубина» есть неплохой шанс на следующий год выступить в Лиге Европы. Для этого надо выигрывать Кубок России. Тем временем на стрельбище Дубрава стартовал розыгрыш первого этапа Кубка России по стендовой стрельбе. В первый же день женщины разыграли 1 комплект наград в упражнении «Скид». Бронзовым призером соревнований стала татарстанская спортсменка Ландыш Кварталова. В отборе она показала высокий результат, допустив всего 3 промаха. В финальном раунде Кварталова остановилась в 2 шагах от победы, поразив 41 мишень. Также в первую десятку по итогам стартового этапа Кубка России в женском ските попала еще одна представительница татарстанской школы стендовой стрельбы. Екатерина Филимонова финишировала на 8-м месте. На 1 точный выстрел меньше оказалось в активе Екатерины Понедельниковой, которая завершила соревнование 13-й. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – санаторий Бакирова, одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют свое здоровье более 17 тысяч человек. Целебной грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово. А теперь поговорим о погоде. В предстоящие сутки погода в республике начнет меняться в лучшую сторону. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана осадки по-прежнему будут маловероятны. Температура воздуха ночью составит до 4 градусов мороза, а днем будет плюс 2 градуса. На северо-востоке ожидается пасмурная погода. Ночью будет до -1, днем до 3 градусов тепла. На севере республики облачно с прояснениями и без осадков. Ночью до 1 градуса мороза, а днем до 3 градусов тепла.
На северо-западе облачно и без осадков, ночью около 0 градусов, днем же до 3 градусов тепла. На юго-западе будет совсем тепло, ночью до -2, днем же до 4 градусов выше 0. В центральном районе республики ночью будет облачно и до -3, днем же малооблачно и до 3 градусов тепла. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В предстоящие сутки в Казани будет облачно, ночью около 0 градусов, днем же до +4. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.